Братья, сестры, ставьте лайки, пожалуйста, и комментарии пишите. Это для дела нужно, чтобы YouTube продвигал эту лекцию дальше, и чтобы еще больше людей получили пользу от лекций. Каждого человека в течение всей его жизни сопровождают ангелы, а также джинны. Всевышний Аллах приставил к человеку ангелов, которые следят за ним и защищают его. Ангелы, записывающие все поступки, слова и деяния, сопровождают человека везде и повсюду. Строго следуя предписаниям Всевышнего, они ведут запись и учет всего, что происходит с человеком, к которому они приставлены. Также по одному ангелу располагаются впереди и позади от человека и охраняют его. Всевышний Аллах в Коране сказал о них. Смысл. «Воистину над вами есть хранители, благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете». Сафуату Тавсир, сура Аль-Инфитар, аяты с 10 по 12. От того, где находится человек, как он себя ведет, какие поступки совершает, зависит, кто его будет сопровождать – ангелы милости или шайтаны. Все зависит от выбора и поведения самого человека. От нас зависит, окружим мы себя ангелами или шайтанами. Любой человек, несомненно, предпочтет общество ангелов. Но вопрос заключается в том, захотят ли нашего общества они. Что мы должны делать для того, чтобы нас окружали ангелы, а не шайтаны? Чтобы, когда человек ложился спать, к нему спешил ангел, а не шайтан. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: когда человек укладывается в постель, к нему спешат ангел и шайтан. И ангел говорит: заверши благим, шайтан же говорит: заверши дурным. Если человек помянет Всевышнего Аллаха, а потом заснет, ангел проведет эту ночь, оберегая его. Хадис передали имама Бухари, Ан-Насаи, Ибн Хиббан. Как видите, все зависит от самого человека. Поминание Аллаха перед сном может спасти нас на всю ночь от общества шайтана. И вдобавок к этому ангелы будут оберегать нас всю ночь. Чтобы не допустить прихода шайтана во сне, следует читать перед сном аятуль Курси, суры Аль-Ихляс, Аль-Фалак и Ан-Нас, последние аяты суры Аль-Бакара и другие подобные аяты и суры. Если мы прочитаем перед сном аятуль Курси, ангелы будут охранять наш сон, и шайтан не сможет приблизиться к нам до самого утра. От Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, стоя на минбаре: кто бы ни прочитал аятуль Курси после обязательных молитв, тому ничто не воспрепятствует войти в рай, остается ему только умереть. А дом того, кто прочтет аятуль Курси, ложась спать, будет под защитой Аллаха, а также дом его соседа, и все дома в округе будут под защитой Аллаха. Хадис передал имам Аль-Байхакки. Если тот, кто отходит ко сну, выполнит адабы сна и прочитает дуа и аскары, которые пророк, алейхиссаляту вассалям, рекомендовал произносить перед сном, это станет причиной отдаления шайтана. От Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал ему и Фатиме, да будет доволен Аллах ими обоими: когда уляжетесь в постель, говорите «Аллаху Акбар» по 33 раза, «Субханаллах» по 33 раза и «Альхамдулилля» по 33 раза. Хадис передали имама Ахмад и Бухари. От нас самих зависит, с кем мы будем делить свой сон. Если человек помянет Всевышнего, ангел останется с ним. Если же забудет, его соседом будет шайтан. Делайте дуа, читайте вышеупомянутые суры и аяты Корана, совершайте омовение перед сном, и шайтан даже не рискнет приблизиться к вам. 5 мест, где ангелы спускаются к людям. Ангелы – это безгрешные создания Всевышнего. Они никогда не нарушают предписания Аллаха и всегда беспрекословно выполняют его приказы. Многочисленные ангелы периодически спускаются на землю с милостью от Всевышнего Аллаха. Однако есть деяния, которые притягивают ангелов милости, и места, куда они спускаются чаще всего. В эти места чаще всего спускаются ангелы милости и призывают туда других ангелов. Все эти места связаны с поклонением Всевышнему и благими деяниями. Эти ангелы странствуют по земле в поисках благих мест, где поминается имя Всевышнего, где творится добро и царит милосердие. Они собираются в местах, где совершается благое. Вот что больше всего притягивает ангелов. Первое – чтение Корана. Чтение Корана больше всего притягивает ангелов. Человек, читающий Коран, упоминает имя Всевышнего Аллаха и читает самые благие слова, речь Всевышнего Аллаха. Место, где идет чтение, несомненно, озаряется посещением ангелов Аллаха.
Передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они читают и изучают книгу Аллаха, на них обязательно нисходит спокойствие, их покрывает милость, их окружают ангелы. Аллах поминает их в числе тех, кто находится пред Ним, а тому, кого станут задерживать его дела, происхождение не поможет двигаться быстрее». Второе. Совершение намаза. Совершение намаза, которое является одним из столпов ислама, считается самым лучшим поклонением раба. Во время совершения намаза раб разговаривает со своим Господом, а во время совершения земного поклона максимально приближается к нему. Передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине ангелы благословляют любого из вас, пока он продолжает сидеть на том месте, где он помолился. Они говорят: „О Аллах, прости его! О Аллах, смилуйся над ним“, пока у него не нарушится омовение». Хадис передали имамы Бухари и Муслим. Третье. Поминание Аллаха. Поминание Аллаха является одним из любимых деяний Всевышнего Аллаха. Аллах также поминает тех, кто поминает Его, поэтому и место, где поминают Аллаха, благословенно. Передается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Поистине у Аллаха есть ангелы, которые странствуют по дорогам в поисках людей, занятых поминанием, а когда они находят людей, поминающих Всевышнего Аллаха, то обращаются друг к другу со словами: „Идите к тому, что вы ищете“, и они окружают таких людей своими крыльями, поднимаясь до самого нижнего неба. Четвертое. Дуа, мольба за брата по вере. Дуа является оружием верующего, которое он может использовать против врага. Этим же оружием мусульманин может принести пользу своим братьям по вере. Мольба за братьев по вере укрепляет родственные узы и является признаком исламского братства. Передается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, часто говорил: «Мольба мусульманина за своего брата, возносимая им в его отсутствие, будет принята, ибо у головы его находится получивший особое поручение ангел. И каждый раз, когда он обращается к Аллаху с мольбой за своего брата и спрашивая для него блага, ангел говорит: „Аминь, и да будет тебе тоже“». Пятое. Посещение больного. Посещение больного брата по вере является ценнейшим поступком, на который в наше время обращают мало внимания. Больной человек нуждается в поддержке и общении. От Али, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «70 тысяч ангелов обязательно станут до самого вечера обращаться с мольбами к Аллаху за любого мусульманина, навестившего больного мусульманина утром. Если же он навестит больного вечером, 70 тысяч ангелов обязательно станут обращаться к Аллаху с мольбами за него до самого утра, а в раю для него будут собраны плоды». 3 вещи не допустят ангелов в ваш дом. Есть некоторые вещи, которые не допускают ангелов в наши дома. Первое. Золотая и серебряная посуда. От Хузайфы, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Не носите одежду из шелка и дибаджа, не пейте из золотых и серебряных сосудов и не ешьте из золотой и серебряной посуды, ибо поистине все это предназначено для них в мире этом, а для нас в мире вечном». Также от Умму Салямы, да будет доволен ее Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «В животе такого человека, который пьет из серебряного сосуда, будет шуметь пламя ада». В версии этого хадиса, которую приводит только Муслим, сообщается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Который ест или пьет из золотых и серебряных сосудов». Поэтому верующий должен исключить из домашней утвари серебряную и золотую посуду, а из одежды – шелковые одеяния. Этот запрет не распространяется на женские украшения и женскую шелковую одежду, ибо женщинам дозволяется носить шелк и золото. Что касается мужчин, то им запрещено носить шелковую одежду, золотые и серебряные украшения, кроме некоторых серебряных украшений. Это все запрещено не только носить, но и держать дома. Что касается серебряной и золотой посуды, то она запрещена и мужчинам, и женщинам. Второе. Статуэтки и фигурки живых существ. Ислам запрещает держать дома фигурки и статуэтки живых существ, даже если они не символизируют идолов. Ангелы отдаляются от домов, в которых имеются такие фигурки и статуэтки. Исключением являются статуэтки и фигурки, которые используются как детские игрушки. От Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ангелы не входят в дом, в котором есть изображение живого существа, собака
или человек в состоянии большого осквернения, джунуб. Третье. Собака в доме. Всевышний Аллах запретил верующим держать дома собак без надобности. Если человек нуждается в собаке для охоты, охраны дома, имущества или выпаса скота, ему разрешается держать собаку. Если есть необходимость охранять дом, собаку можно держать во дворе, но не внутри дома. От Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, передается, что он слышал, как посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Награда за благие деяния того человека, который держит собаку, ежедневно уменьшается на 2 кирата, определенное количество, которое известно Аллаху, если только он не держит ее для охраны скота или для охоты». Что касается уменьшения вознаграждения, то ученые и богословы в этом вопросе разошлись во мнениях. Некоторые, ссылаясь на вышеприведенный хадис, считают, что ангелы не заходят в такой дом, другие утверждают, что это наказание за ослушание повелению Аллаха. Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтем ваши пожелания.